Эта любительская съемка камерой мобильного телефона заинтересует и опытного экстремала. Горная стена, как называют альпинисты, массив Кязи просто усыпана сейсмическими неустойчивыми каменными глыбами, которые то и дело угрожают отколоться и полететь вниз. Поэтому важно и нужно выбрать правильный маршрут, что и делает Татьяна Тимошенко. На картинке все понятно. Когда ты подходишь к скале уже, к рельефу, то немножко теряется ориентация. Поэтому нужно скорректировать, влево двигаться, вправо, идти на ИТО, нависание и так далее. Вот и все. Преодоление препятствий или капризов природы – все средства хороши, тем более, что список снаряжения альпиниста достаточно обширный. Михаил Торшин, участник из Воронежа. Уже завтра он со своей командой направится к тому седовласому великану. Тут по большей части это все для преодоления скального рельефа, да, получается. Ну, это фифы, крючья, их молотком забивают в скалу, ну, соответственно, прощелкивают оттяжку, в оттяжку веревку, получается точка страховки. Горная стена протяженностью в 1 километр. Для многих альпинистов уже пройденный этап. Впереди 2 дня для преодоления маршрута под номером 12. С этой задачей вышла в поход команда из Красноярского края. Важно отметить и то, что по степени сложности горный массив Кязи относится к наивысшей 6-й группе. Ну а это все зависит от того, от сложности маршрута, от его технической сложности. Вот эта стена, допустим, если об этой стене говорить, вот с этой части, вот она рыжая, цветом ее хорошо видно, это нависание уже. То есть это очень сложно, и представить нависание, ты лезешь по нависающей стене. Ну и, соответственно, ночуешь и живешь. Говорить о безопасности как самих маршрутов, так и спортсменов, а главное, нести ответственность за это может только настоящий эксперт, уверен и главный судья чемпионата Николай Захаров. Он познакомился с альпинизмом еще в 1972 году. С тех пор эта спорткультура стала смыслом его жизни. Участник многих чемпионатов Советского Союза и России. Он также отличился восхождениями на разных вершинах мира, в том числе и на Гималаях. У нас 2 критерии оценки – это сложность маршрута и время прохождения его. По этим критериям сейчас лидирует красноярская команда, Красноярский край, следом Санкт-Петербург, на 3-м Воронеж, это тоже очень хороший результат. Еще несколько команд есть, которые близко идут. И вот они сейчас конкурируют, но будет все решать вот эти восхождения, которые сейчас они совершают. Впервые в Ингушетию я попал уже 4 года назад. Мы проводили здесь первый чемпионат. И я вообще влюбился в Ингушетию, потому что здесь не только горы красивые и хорошие, сложные, здесь еще люди гостеприимные. Жизнь спортсмена полна рекордов, побед и достижений. К сожалению, травм, порой несовместимых с жизнью. Дежурная бригада скорой помощи и сотрудники поисково-спасательного отряда «Арамхе» готовы среагировать в любой момент. Первый же день начала чемпионата у них парень сорвался, рабочий срыв был, ударился об стену и чуть-чуть сознание потерял. Но его спустили, сами же альпинисты спустились, спасатели сюда подняли. Но он в сопровождении спасателя спустился сам. Ничего такого серьезного не было. Но ребята с Нижегородской области, по-моему, они снялись и уехали. Таких-то серьезных травм такого не было. Следует отметить, что пока одни альпинисты заняты освоением высот горной Ингушетии, другие же времени даром не теряли и уже давно покинули базу для тренировки. Жарадат Хулухоева, Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.